Что у нас новый рабочий день. Сегодня у нас Honda Fit на обслуживании. Будем менять масло в двигателе. Также будет регулировка клапанов. Эту тачку мы обслуживали. Она у нас обслуженная по роботизированной коробке. Снимали с него подшипник, смазывали. Здесь стоит оригинал, в хорошем состоянии все. В принципе, как бы все смазали, все поставили. До этого были работы. Где-то она месяц назад, по-моему, к нам приезжала на обслуживание выжимного. Ну, сейчас вот у него регулировку клапанов надо сделать. Первый, второй цилиндр камазят. Сейчас дождемся Максима, приедет. Будем производить регулировку клапанов. В общем-то, все, в принципе. Вот такая машина. Все, камазит. Где-то вот здесь, ага, есть. Сильный камазит у него. Либо первый, либо второй. Да, что-то такого, ага. Темновато. Слышишь такой? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Как КамАЗ. КамАЗовский двигатель также работает. Вентилятор сразу работает. Цокает. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Шумно работает. Утепленный все тоже, да? Ну да, конечно. А у него еще это... Ну я ему сказал об этом, она. Мы можем, в принципе, его посмотреть. Когда уже. Снимем. Помыть, может, его надо. Мне кажется, Не помогает. Вообще. Чисто замена. Хоть убейся. Я что только не делал. Ну. Разбирай, что? Ну ладно, сейчас зазоры проверю. Зазоры туда-сюда. Ну вот эти по-любому уйденные будут. 2. 100%. Вот эти? Угу. Либо первый, либо второй. Ну что, у нас вот такой вот сегодня красавчик приехал. Первый у нас китаец, который заехал в этот гараж еще пока. Не было таких машин, но это уже у нас новинка. Чинган. Это же не гибрид, да? Обычный? Нет, И что, как он двери открывает? Нажал и все, и он выдает, да, сразу? Да. Хоп, чик. Ручки модные эти. Строчка вон какая у него. Тут у него кожа, да? Да, кожа. Так, вот такая машина. Вот такая красота здесь получается у него. Это у него заряжает, да, получается? Да. Телефон, беспроводная зарядка. Подогревы сидений есть, да? Да, вроде были. Угу. Вот такая вообще тачка прикольная. А вот это что такое у него? Это типа Siri, там она что-то говорит по-китайски. А экран выходит? Нет? Экрана нет. То есть экран у него тут получается, да? Русификацию делал? Нет. Нет еще? А то так-то по идее их шьют во Владивостоке. Ну вот такая вот машина прикольная. Че, какие проблемы? Ну, робот, когда он на силикаторе стоит, Угу. немножко дергает. Подергивает. Ну да. Стук. Ну не стук, а пинок. А так там при езде, там при торможении все нормально. Вот ручка у него как все черри исполнение идет. Получается. Но мы как бы занимаемся больше Toyota Honda. Вот эта ручка у него как у Toyota Везеля. Ой, как у Honda Везеля и как у Toyota CHR. Точно так же сделано все. Ничего, она сама не заходит, да? Не, заходит, зайдет. Потом зайдет, да? Ну вот морда у него вот такая прикольная. Фары. Морда вообще здоровая оказывается. Вот так вот его смотришь, как будто он маленький. Ну, где-то в городе. Да, так, я давно смотрю их. Прикольные тачки, на самом деле. Красиво смотрится. И цена у него вообще хорошая, по идее. 2,5, да? Нет, 2. 2? Вообще нормально. Новая машина почти. Угу. Ну сейчас мы будем делать диагностику этой машине. Будем подключать наше диагностическое, посмотрим, что она умеет. Ну и будем пробовать ему делать адаптацию роботизированной коробки передач. Вот, все. Приступаем к китайцам. Ну вот такой вот у него получается планшет. Это на андроиде же, да, все? На китайском. Ну, китайская, ага. А наши эти карты там 2GIS можно? Ну, а CarPlay есть? Ага. Ну, я не пробовал пока их. Чинган. Так. На Android, там камера, шмамер.
Угу. Вот типа WeChat есть, ну это типа китайский WhatsApp. Угу. Ну камера, Ну, короче, китайские приложухи. да. Так, подключили мы свое оборудование. Здесь у него, смотри, автохолд есть у него. Это у него получается ручник электронный уже. Драйв мод, можно режимы выбирать различные. Вообще прикольно. Sport, Eco и Normal. Панорамная крыша вот такая вот на нем. Классная прям. Панорама у него получается не открывается, да? Ну, только Немножко так, чуть-чуть, да? сзади. Ага. Вот кнопочка. Ну давай посмотрим, что наша диагностическая может делать с ними. Найдем. Так, отмена. Локальная диагностика. Так, Чинган. Так, подключили наш сканер. Все ошибки с него. Вот это егошние все блоки управления. Вот ошибочки какие-то есть по ВЛКМ, ЛАС, АКМ системы. Entertainment System. Какая-то ошибочка тоже есть. Так, ЛАС. Вот такая ошибка. U044FC. ЛАС. Диагностические коды неисправности. ГВ. Outside. Температура сигнал. Аномальная температура, говорит. Холодно, наверное, да? Угу. Окей, наверное. Что-то ему не понравилось. Вот эта ЛАС-система, это получается бортовая система климат-контроля, типа, что ли. Так, АКМ, актуатор, контроль-модуль. Supply, вольтаж, лау. Низкое напряжение в актуаторе. Это типа аккумулятор? Ну, вообще... Ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Information, актуатор, тест можно сделать. Signal. Protocol version information. Сейчас будем разбираться. Так, все. Машину мы откалибровали. Робот у нас, сцепление мы, калибровочки все прошли. Испытали мы наш прибор. В принципе, все работает. Калибрует все хорошо. Поэтому вот такая у нас интересная машинка сегодня на обзоре. У Чинганчика у нас стоит вот такой вот двигатель Blue Core 300T. Это какая-то у него технология своя, походу. Что за двигатель, интересно? Читал про них? Нет? Просто турбо только, знаешь. Турбовый он, да? Антифризы менял? Когда пригнал? Да, да. 40-50, да? Или концентрат? 40 полностью. Ну, нормально, правильно. Аккумулятор очень мощный у него здесь стоит уже, получается. Система, вот, дроссель здесь у него, электронный какой-то тоже получается. Ну да, вот дроссельная заслонка здесь у него. Надо ее тоже бывает обслуживать, дроссель. Ну и в принципе вообще компоновка шикарная просто. И лазить удобно. Никаких, как в Приусе, там жабо такого нет. Все в доступе абсолютно. Система EGR у него должна быть своя, по идее. А, вон турбина. Вон турбина у него идет. Катализатор сразу. Здесь какой-то клапан у него стоит, получается, переходной. Теплообменник. А, вот система EGR у него. Теплообменник идет. Клапан EGR. Это у него насос какой-то, что ли, высокого давления, походу. У него, походу, форсунки непосредственно впрыска стоят. С насосом высокого давления, как в Везеле, короче. И за счет этого, сколько у него лошадиных сил? Не помнишь? 200, наверное, с чем-то. Нету? Короче, тачка из Поднебесной. Наконец-то вот он приехал, китаец, ко мне вот такой. По киловаттам, да, у него? Ган НТ. Здесь нету, да? Ну ладно, почитаем потом за него. А они же еще гибридные версии есть, да? Unity. Ну двигатель хорошо работает. Шепчет прям. А масло какое заливаешь? Ну или Greenwood вроде, 0,20. О, наш человек. Но что-то масло черное. Надо менять надо. 6 тысяч прокатал. Много. Ты столько не катай. Пятерка максимально.
На эти машины Надо нельзя. трейсы найти. У них, видишь, двигателя очень сильно оборотистые. 5000 для него это много. Вот. Ну, в принципе, вот такая тачка. Все. Ну вот, поехали мы на испытание Чингана. Посмотрим, какие изменения есть у нас по коробке роботизированной. В принципе. Погнали, да? Да, поехали. Круговой обзор камеры, у него планшеты. А так вообще, почему китайца решил купить? Японцы как бы уже надоели, да? Ну да. Технологии не те, цена уже космос, да? Вот что бы купить за 2 миллиона? Хонду, наверное, видели, да? Только Представь. везеля и все. И то ты не купишь его в таком, год такой. Сейчас везель стоит где-то 2500. Ну, На кой хрен он нужен, когда вот, в принципе... Че? вроде нормально. Нормально? Пинка нету? Нет, пока. Сейчас выйдем. Ага. Расклададим. А он у тебя как пинался, получается? Именно на начале? Нет, когда вот тормозишь, Ага. и вот здесь пинок был. Типа такого. Ага. Вроде нет. А так там при езде, там все нормально. Угу. Только она тупит. Это ремень. А. Ну да, они сейчас все такие. Вчера ко мне тоже интересный экземпляр приезжал. Nissan Note? Нет, не китаец. E-Power, да. Аура, короче. 22-го года. Их тут всего 2 машины, по-моему, в Якутске. Ну, ошибки там у него есть, конечно, по кислородным были. Вот. Победить не можем мы эту пока машину. Да? Угу. Nissan очень трудно диагностируется. Ну. Диагностика очень плохая вообще. То есть трудно выявить пропуски по зажиганиям. Ну, много чего там. Ну, ничего, разбираемся потихоньку. Может, разберемся. С Хондами не сразу тоже разобрались. Но если сейчас китайцы... Кстати, я тебе могу прошивку ему сделать. Прошивку чего? На двигателя. Есть компания, с которой я сотрудничаю. Азия называется. Азия Софт, по-моему, что ли. Они, короче, в Москве сами расположены. Можно у них купить прошивку. Они с машины снимают больше лошадиных сил. Чинганчик у меня был в гостях. Нормальный аппарат. В принципе. Как-то так. Совсем другое дело. Да? Тишина даже на холодную. Вообще классно работает, ё-моё. Сейчас прогреется, сейчас переработает. А не надо. Она у меня почти чистая была. Все. Уехал от нас Fit с регулировки клапанов, заменили масло. В общем, наш автосервис работает, все хорошо. Atanur Bey ne yapıyorsun orada? Самовольное внесение изменений в конструкцию транспортных средств запрещено законом. Тем не менее, автомобили с заниженным клиренсом, спортивными глушителями на улицах города встречаются довольно часто. Такой транспорт – объект пристального внимания инспекторов ДПС. А что это у вас, сударь, тут на лицо все признаки 12.5.1? Соблаговолите предъявить ваши документики. Хочешь, не хочешь, залети по 12.5.1. Мы покоряемся понтин, впереди наряд ГАИ. Парам-парам-пам, залетим. Тачка магнит как ни один. Я знаю, такой не один. Водила сильно не гони. Вон гляди, пуста ходи.
себе на шею таски, лего-ноги свесила. Под панелью не проводка, а чертова месиво. Брал чисто под музыку, не проходит весело, перебирая весь его. Сначала нужно чутка, там и там подварить, чутка пошкурить, поштукатурить, чутка подбить, задуть ее всю в раптор, это дело обмыть. Перебрать мотор, поменять катки, но не расслабляйся, это все полбеды. Поднимаешь ковер, кидать вибру, пол прогнил. Это тебе не симпл, димпл, все менять. А дальше в майские праздники ложим комфорт мат. И когда необходимо, чтоб тачка запела, богатые АЗ-13 берутся за дело. Музыку накрутил, трассу линзами подсветил. На номерах 01, 251. Выезжаю из гаража в городе GTA. За моторы выхлоп звезда, ксенон еще одна. На первом же светофоре тормознут ГАИ. Лови, тебе 12.